хорошенькие, мои ласковые. И зачем кусаешься? Нельзя кусаться-то, нельзя. Какой ты еще, какой настырный. Это у меня не соска, не соска. Другие тоже ласки хотят, не только ты один, не только ты один. Она словно воспитатель в детском саду. И пожурит, и погладит, и посмеется. Ежедневный осмотр питомцев – одна из обязанностей Анжелики Егоровой. А чтобы процесс был веселее, общается с ними, как с детьми. По должности она оператор свиноводческого комплекса. Уже много лет в народном предприятии Звениговский так называют свинарок. Ведь роль человека здесь сведена к минимуму. Если побольше с ним общаться, они начинают и словам привыкать начинают, они понимают. А так они, думаю, душой чувствуют все равно же. А клички им даете? Бывает и даем. Например, какие? Хулиганчик может быть, который больно такой шустренький. Шустряк есть такой. Вот обычно вот такие, которые более дерзкие. И на лицо узнаете, да? Да, они специально, они подходят постоянно, они те же подходят. Огромный свинокомплекс уже десятки лет был и остается основой совхоза Звениговский в Мариэл. Чуть больше, чем за 100 дней поросенок вырастает и готовится на отправку в свой же мясокомбинат. Поголовье свиней здесь считают сотнями тысяч, и оно увеличивается ежегодно. За прошедшее полугодие вырастили 235 тысяч. Все эти цифры – настоящая музыка для ушей местного крестьянина. От оператора Анжелы до руководителя всего объединения народных предприятий Ивана Ивановича Казанкова. На земле в основном работают механизаторы. Мы должны думать, жены где должны работать. И поэтому мы развиваем животноводство в молочном направлении. И поэтому много людей надо. Если нужно рассказывать об этом предприятии, нет смысла показывать каждую ферму и поле, раскиданные в десятки населенных пунктов двух субъектов федерации. Просто потому, что народное предприятие Звениговский, объединившее в себе несколько разных хозяйств, работает как единый организм. Огромный, универсальный, безостановочный и безотходный, но все же с человеческим лицом. Начало августа черноземные поля в Татарстане в 2020 году дали рекордные урожаи – более 60 центнеров с гектара. И дело не только в плодородных землях и удачной погоде. Урожай – это заслуга людей, конечно. Людей в смысле общем, собирательном, агрономов, пахарей и конкретным, с именем, фамилией, должностью. От руководителя до комбайнера. Раньше мы комбайнерам говорили не гонять, иначе много зерна оставляем. А в этом году, так как масса большая, комбайнеры сами никуда они не могут деться, идут именно той скоростью, которая положена. И то, что вот именно вы этому придерживаетесь, большое спасибо вам. В хорошую погоду каждая минута на счету. Но для разговора с руководителем народного предприятия Звениговский Иваном Казанковым 5-минутная остановка всей бригады. Он постоянно здесь, контролирует, проверяет, приезжает с нами, разговаривает, общается. О чем разговаривает? Ну, о том, что урожайность какой, работа как, настроение. Вот спрашивает. От того, хватит ли солярки и как они поработают, напрямую зависит ассортимент фирменных торговых точек. Вот одна из сотен в спальном районе Чебоксар. Утро выходного дня. Одни закупают продукты на неделю вперед, другие пришли за свежим к завтраку. Чаще всего сыр покупаем, российский, тильзитер, молоко, сливки. Можем и хлеб, и все, ну, вот, и мясное, и это мороженое, и котлеты всякие. Почему именно сюда приходите, а не куда-то еще, в другое место? Ну, мне кажется, тут очень свежо, и цена, нормальная цена. Даже для пенсионера? Ну, вроде бы, да. Раз я сюда хожу, не в другие. Здесь молоко действительно очень вкусное, похоже на настоящее, как у бабушки.
Потому что портится быстро. Настоящее молоко, оно же долго не стоит, неделями. Совхоз «Звениговский» предприятие уникальное, включает в себя всю цепочку производства продуктов питания от поля до прилавка. Производственные мощности раскиданы в Мариэл и в Татарстане. Объединяет 5 больших хозяйств, каждый из которых в прежние времена были далеко не самыми маленькими колхозами. А теперь работают в одной связке. А так и поля, и коровники, и мясомолочное производство, и своя собственная торговая марка, популярная в нескольких регионах. А что такое докторская колбаса? Это самые идеальные чистые продукты. Мясо, молоко, сахар, сметана, вот яйца. Вот из этих делали для здоровья человека. Мы были, остаемся народными и будем делать для народа. С таким мерилом Иван Иванович Казанков подходит к любому делу, в том числе и к такому, что сейчас назвали бы социальным проектом. Это село Сиктырме Хузангаево в Татарстане. О том, как и благодаря кому оно осталось на картах и стало вот таким, словно срисованной картинки, здесь расскажет любой местный житель. В 2000 году 20 лет назад. Да, это было 20 июня. Он приехал в деревню, потому что он с нашей деревни. Я его знаю с детства. И народ подошел к нему с обращением: возьми нас, пожалуйста. Это в Хузангаево. Да, Хузангаев. Собрали, значит, в клуб народ, поговорили с Иваном Ивановичем. И он сказал: ребята, возьму, но будем работать на совесть. За 20 лет столько построено. Ток, молочный комплекс, сырный завод, маслобойка. Это же чудесно. Вот. И рабочие места, самые главные рабочие места. Сначала это был, конечно, совсем небольшой свиноводческий совхоз, почти на границе Мариэл и Чувашии. Совхоз сумел выстоять в 90-е. Любовь Чумакова, к примеру, работает здесь уже четверть века. Пришла студенткой, закончившей зоотехническое отделение Ишкардинского университета. Свинарками работали люди пожилого возраста, предпенсионного. Они меня учили, как работать, как общаться. Ну, не всякий, да, может работать, но мы учим, подсказываем, конечно, вновь прибывшим. У них получается, если есть старание, конечно же, всегда все получится. Мы вот 1000 человек, все 1000 человек разные. И из нас кто-то в одной отрасли лучше пользу принесет, другой отрасли. А если ему семья не нравится, что я из него свиновода делать? Пусть идет в другое место, в другом месте занимается и пользу принесет. 14 лет устроился помощником. 14 лет. 17 лет сам сел за штурвал. 6-й год уже, 6-й сезон работаю на нем. Первый раз, когда в кабину комбайна попал, помнишь? 7 лет, да. 7 лет? Да, дядя был. Впечатление какое? Ну, как уж впечатление, все. Вырос, стал комбайнером. Вырос, стал комбайнером. Даже помню, сочинение в школе писали, кем хотел стать комбайнером. Земля, где живет и работает Петр, в Татарстане. Почва здесь черноземная, плодородная. С грамотным подходом дает урожай не меньше, чем в Краснодарском крае. Но вырастить пшеницу – это полдела. Превратить урожай в прибыль гораздо труднее. Вот почему под патронажем Марийского народного предприятия «Звениговский» объединились несколько хозяйств. И сегодня это уже многоотраслевой агрокомплекс. Зерновые выращиваются на корм крупному рогатому скоту и свиньям. Собственный мясокомбинат и молокозавод делает фирменную продукцию. Транспортный цех обеспечивает высококачественным товаром 750 собственных магазинов в 12 регионах страны. Чем больше мы сельское хозяйство развиваем, чем больше к нам идут и на работу. Если Звениговский взять, мы на 17 автобусах возим, то есть 17 рейсов у нас. А автобус, который завозит и отвозит людей обратно домой. У нас уже общее количество более 4000 рабочих. От того, что мы серьезно работаем, и серьезное предприятие, и нас утопить трудно.
У нас целый годовой оборот около 20 миллиардов рублей. Мы одних налогов по прошлому году уплатили 1 миллиард 184 миллиона. Ну и кроме этого мы всегда прибыльно работаем. Это только для городского жителя с новомодным экологическим образом мышления зрелище печальное. А вот для настоящего человека земли березка, пусть и симпатичный на первый взгляд, но все же обычный сорняк, который вырос здесь за последние четверть века на землях, принадлежавших когда-то колхозу имени Карла Маркса. Я работаю 6-й год, СПК Звениговский, и из них 5 лет занимаюсь освоением заброшенных земель. Мы полрайона в Звенигорском районе освоили, порядка 4000 гектаров. И вот сейчас уже 2000 гектаров здесь будем осваивать. Мы привыкли с того, что есть, с этого плясать. И будем вычищать поля. И я думаю, вот в этом районе 15 тысяч гектаров у нас зерновых должно быть. В народном предприятии Звениговский снова, как и 100 лет назад, появилась профессия «целинник». А как еще назвать вот этих трактористов и их руководителя Виталия Никольского? На такое дело, поясняет он, нужны добровольцы. Это тебе не по наезженной колее разъезжать. Техника и люди работают на пределе. Они все местные ребята. Им работа нравится, что они заброшенные земли вокруг своих деревень осваивают по новой. Работают и на совесть, и за деньги. Одно другому не противоречит, если человек привык к земле. Вот это уже филиал предприятия в Татарстане. И на каждом направлении работы в первых рядах проверенные в работе пенсионеры. Валерий Тимофеевич Юманов сейчас временно прораб, руководит строительством зернохранилища. Но в разговоре выясняется, в любой момент сможет переключиться на любую другую деревенскую профессию. Я участвовал на весенних полевых работах. У меня я сеял. У меня трактористы по 80 тысяч получили, 78-80 тысяч. Почему в других населенных пунктах так не получается? Как вы думаете? Ну, про соседей говорить плохо, это нехорошо, правда? Ну, хорошо, не про соседей, про каких-нибудь людей, которые видели далеко отсюда. Да, ну вот во многих говорят, зарплату не платят. А у нас это 2 раза в месяц. Есть нехитрый способ, как оценить перспективы того или иного села. Дети, школа и новые дома. За последние 3 года на окраине Хузангаева выросла новая улица. Дома построили по республиканской программе для специалистов, которые едут сюда, потому что есть работа. Давно сюда заселились? В домик? Ну, не так давно. Ну, наверное, 2-й месяц уже. Угу. 2-й месяц. Кем работаете? Я сейчас в декрете. Супруг у меня работает. Здесь в хозяйстве? Да, ну как, при хозяйстве, да, работает. Он врач-стоматолог. Когда заехали, что здесь было? Ну, здесь был самый минимум. Тут была ванна с туалетом уже готовая, все, раковина в ванной тоже. Ну, в принципе, в ванной все было готово. А обои? Обои были наклеены, конечно. И дома, и новая церковь, и современная глазная клиника, и новая школа, и планы на строительство еще одного детского сада. Руководство Татарстана вкладывает деньги в те населенные пункты, где есть стабильно работающее предприятие. Кажется, еще 2-3 пятилетки, и здесь уже будет не село, которое едва не сгинуло в нулевые, а самый настоящий город. За последние 3 года 1000 на 10 увеличилась пашня у нас. Взяли Кутлушкина как раз в 2017 году. Там 9000 гектаров увеличили в соседнем районе. Поголовье коров увеличили, и в мясном поголовье, и в молочном поголовье увеличили. Количество рабочих мест у нас увеличилось благодаря Насколько? Молочному производству. Ну вот у нас на молочном комплексе работает около 105 человек на сегодняшний день. 19. И на молочной ферме 105 человек. Вот получается. То есть такой вот комплекс? Комплекс, да. Он как бы у нас отдельно. У нас же база в Хузангаеве, а молочный комплекс в 3 километрах от Хузангаева.
Сегодня ситуация и размеры народного предприятия таковы, что каждое его начинание – это проект регионального значения. Потому без власти Республики Мариэл далеко не продвинешься. Но, как оказалось, не так все просто. Мы первоначально, когда главой республики встречались, сразу договорились, что мы будем строить в Марийской республике комплекс, в Татарстане 2 комплекса мы построили. В России не хватает молока, точно так же и говядины. Поэтому мы решили построить комплекс на 3000 голов дойного стада. Если 3000 коров будут телиться, 3000 дополнительно увеличится откормочное поголовье. О строительстве договорились. А как дело дошло до реальной помощи, все забуксовало. Проблема в песке, который не дают предприятию добывать на собственной земле. Если бы действительно какая-то задача увеличения продукции, мы бы этот комплекс давно построили бы. Меня они просто затянули вот эту авантюру, теперь я понимаю. Ни песка, ни никакой помощи практически. Примерно сроки сдачи какие? Ну, тут еще вопрос у нас с песком возникает. То, что нужно песок нам. Вот, и заливать. У нас 2 помещения полностью готовы. Песка на что не хватает? На заливку полов. Если бы он был, в какие сроки справились бы? Ну, в течение лета бы, я думаю, залили бы все мы. 5 помещений. Словом, сейчас строительство остановилось. Сейчас строительство, оно с другой стороны не остановилось. Затормозилось. Затормозилось, да. Иван Иванович, вот в связи с этим поведением вашего главы республики, вы какие выводы для себя сделали? Доверие к нему осталось? А какое может быть доверие, если вот так вот договариваемся одно, он отсылает своим помощникам, а помощники ничего не решают. Я по-другому подумал бы, что он не своим мнением работает. Приказ из Москвы. Я не сказал это вы сказали. Даже вы, смотрите, очень осторожно высказываетесь. Подождите, если каждый год уголовное дело на тебя заводят, у меня нет года, чтобы уголовное дело не заводили. И каким я должен быть? Осторожным. Где осторожностью, где трудолюбием и простоватой крестьянской смекалкой? Огромное хозяйство под руководством Ивана Ивановича бьет все рекорды. Вот пандемия. Все говорят об экономическом спаде, падении производства и даже банкротствах. Но здесь будто и нет этой напасти. Все последствия – маски на лицах и дополнительные санитарные предосторожности. Экономический спад, наверное, он где-то есть. Но дело в том, что во время коронавируса люди начали припасаться, тушенки и прочие, а у нас они есть, мы их выпускаем. И где-то, скажем, меньше стали колбасу покупать. Тут тушенка. Вот то, что продукция у нас разносортная, что ли, будем говорить, вот это вот рынок, который требует, мы быстро перестраиваемся и делаем то, что нужно рынку. И поэтому денежным выражением мы не убавились. Даже в этом году за месяц впервые вышли за 1 миллиард продажи. За первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только рост. Зарплата работников мясокомбината и продавцов в среднем выросла примерно на 5000 рублей. Растут инвестиции в основной капитал предприятия. Более чем на 26% сумели снизить себестоимость привеса крупного рогатого скота. Выручка от продажи мясной продукции увеличилась почти на 8%. Мы считаем, что увеличение продаж произошло от того, что люди стали жить беднее и стали считать копейку. А если брать продукцию этого предприятия Звениговского, то здесь соотношение цена-качество самое оптимальное. Отдельно, конечно, нужно сказать о семье Казанковых. Сейчас в народном предприятии работают обе дочери Ивана Ивановича и внук Влад. Вот он в кепке рядом с дедом. Он отучился на программиста, потом на экономиста, но все равно нашел свое место в сельском хозяйстве. Это так получилось, что пришел к дедушке на предприятие.
Говорит, давай, иди, осваивай. А какие-то наставления Иван Иванович давал вам? Он постоянно такие интересные притчи рассказывает о своей истории жизни, как он стал руководителем. То есть, например, самая его любимая история. Ну, вот самая любимая история, когда вот он сам тоже, вот, будучи молодым, очень, так сказать, его поставили возглавлять. Вот, и вот он жил с трактористом, вот, и тот ему говорит, если что, ты народа не бойся, подходи, разговаривай с ним, общайся. Если где-то ты не прав, приди повинись, народ тебя поймет. Вот, и знаете, мне как-то вот это вот запало вот в голову. Казанков-младший Сергей Иванович временно в Звениговском не работает. Он депутат Госдумы, по статусу не положено. Но держит руку на пульсе, отчетливо понимая, что и в будущем он все равно предприятию понадобится. Мой отец человек трудоголик, он много работает, и когда я, работая врачом, смотрел, сколько сил он вкладывает в это предприятие, конечно, хотелось ему всячески помогать. И я перевелся с республиканской больницы сюда, в Шангер, в амбулаторию врачебно работал здесь главврачом и параллельно помогал ему, потому что сердце обливалось кровью, когда видел, сколько он вкладывает сил, и хотел, чтобы была отдача в полной мере. Совмещал две работы, но в итоге я понял, что на двух стульях сидеть неправильно, надо давать себя целиком, и перешел уже в сельское хозяйство. Иван Иванович, почему пришлось привлекать всех детей к, может быть, временно Сергей Иванович, так сказать, из-за статуса депутата не принимает участие? Но все остальные, вплоть до внуков уже, задействованы в хозяйстве, и в каких-то управленческих процессах. Если по-честному, я скажу, никого ни силом я не затаскивал. Они видят, как в трудных условиях работает дед. Они видят, как все-таки сельское хозяйство, один из тяжелых отраслей, наверное, производства. Но, тем не менее, видимо, по характеру в основном видят, что справедливо в нашем хозяйстве, все стараемся поступать. По нынешним временам и юристы нужны в сельском хозяйстве, и программисты нужны. Тут, если раньше говорили, сельскохозяйственная это специальность, агроном, зоотехник, ветврач и инженер, все, экономист еще, бухгалтер, все кончил. А теперь все нужно. Я помню в детстве, когда уже кончалась власть советская и было плохо с снабжением, и тогда было централизованное снабжение техникой предприятий, у них был с мамой скандал. Потому что мама вернулась домой и обнаружила, что обои, которые она купила для ремонта квартиры, пропали. Отец объяснил, что в район поступили трактора, и они очень нужны для производства, но он переживал, что ему не дадут, и поэтому он забрал эти обои и увез туда. Подарок. Подарок дал. Обоями, для того, чтобы совхоз все-таки получил эти трактора. Мама объясняла, все нормальные люди домой тащат, ты на работу. Он говорит, ты не понимаешь, для меня работа – это и есть мой дом. И он на самом деле живет так, что старается, даже, мне кажется, больше для предприятия, чем для дома. Он живет работой, поэтому у нас такие результаты. Конечно, работой живет не только Казанков-старший, но и все, кто его знает не один десяток лет. По полю на окраине Хузангаева неспешно собирает урожай неказистый Дон 1500. Кажется, вот-вот развалится, но нет, работу делает. Даже такой, казалось бы, металлолом в этом году пришлось к делу приспособить, чтобы успеть убрать рекордный урожай. История этого комбайна такова. Кутлушкин – это Чистопольский район. Я говорил, все комбайны восстановить, а это взяли, бросили, не восстановили. И в итоге я директору говорю, с отцом поговори, ради бога. И решили они восстановить. За сколько времени восстановили? За неделю восстановили комбайн, и вот вы видите его в работе. Они пенсионеры сами, но дело в том, что умеют работать. Я им не говорил, но в душе держал.
Думаю, 100 рублей премии я им отдам. Витя, с тебя начну. Ты, главный, закоперший. А остальное вы сами тут посмотрите. Володя, большое спасибо. Молодцы вы. Вот такими людьми всегда можно работать. Тоня, утром придешь, смазывать будешь. 100 рублей – это так, сокращенно. А на самом деле в солидной пачке 100 тысяч. Премия, о которой заранее Иван Иванович никому не говорил, только хитро улыбался. Мол, будет для всех приятный сюрприз. Наблюдаешь за этими людьми и порой теряешься, чего больше в работе руководителя на селе – экономики, профессиональных знаний или интуитивной психологии. Здесь уже не получится, как с городским наемным работником. Люди совсем другие. И как же, вот в чем секрет, как замотивировать работника на максимальный результат? Ну, метод кнута и пряника, он хорошо, конечно, работает. Но нужен стимул человеку. Без стимула человек работать не будет. Когда похвалишь, тоже. Но еще все зависит от национальности. Чуваш, он как-то он не любит, когда его хвалят. Но он говорит, меня не хвалите, похвалишь, он довольно уйдет. Не похвалишь, тоже. А вот татарин по национальности, он очень любит. Его, когда похвалишь, он прям взлетает. Любит, когда хвалит, на доске почета висит. То есть это важно? Очень важно, да. И не только национальность. Куда важнее, как складывалась биография каждого работника. Вот комбайнер Сергей Соловьев уезжал за лучшей жизнью в Подмосковье. Но сельхозполя там застраивают жилыми микрорайонами. И 3 года назад агрокомплекс, где он был трактористом, просто исчез. Заработки, если сравнивать тогдашние там в Подмосковье и сейчас, насколько они разные? Ну, здесь все равно побольше. Премии какие-то выплачивают? Да, премии ежемесячно. Есть ли какой-то соцпакет, какие-то вот дополнительные плюшки, которые очень нравятся? Ну, нам выдают паёк, 4,5 килограмм мяса, 4,5 колбасы. Работа, конечно, тяжелая. И в сезон, в поле, и в цехах переработки. Но люди держатся за свое место, потому что во всем Звениговском районе народное предприятие самый крупный работодатель. Родилась я в Мариэл, в городе Звенигово. 3 года меня родители увезли на север, Хмау. Там я прожила 35 лет. В будущем не вижу развития там, как бы. И вот 1,5 года назад решила покинуть север, вернуться. Родина все-таки зовет, вернуться на родину. Ну и первым делом пошла почему-то в Звениговский. Ну, самое большое предприятие. Да, самое большое предприятие. По зарплате посмотрела, как бы надо поднимать дочку, растить. Пошла на прием к Ивану Ивановичу. Что сказал, какое впечатление произвел на вас? Ну, очень, как бы тоже все расспросил, откуда родом. И... Что случилось, да? Да, что случилось, почему север бросила. Как бы, ну, говорю, родина зовет. Решила устроиться. Он, спасибо ему, принял меня на работу. Молочный цех, где работает Наталья, тоже совсем новый. Линия по производству кефира, йогурта, сметаны и даже фирменного пломбира тоже совсем новая. Запущена менее 3 лет назад. Но самая настоящая гордость главного технолога – это сыр, который здесь делают без каких-либо заменителей животного жира. Работала в сырном цехе, вот 1 год меня туда посылали. И вот то, что мы произвели новые виды сыров, и вообще из моей практики, мне, как сказать, прям по душе. Вот то, что новые, это достижение для вас. Да, потому что новые виды, вот с новыми заквасками, новые даже качества. Вот с нуля поднять сыропроизводство. Да, да, это в профессиональном мире достижение? Да. Вот для меня даже, вот мы относительно себя, хочу сказать, да, мне прям даже это как... То есть уже гордость за это даже. Вот, да. Ольга Михайловна налаживала производство сыра в Татарстане, в селе Хузангаево. Теперь основной объем молока оттуда не нужно возить за 200 верст на переработку в Мариэл. Все делает на месте, в строгом соответствии с технологией. Период созревания ГОСТовский, российский, допустим, 60 суток, голландский 45, тильзитер 25, и другие виды сыров по-разному. Тут поддерживается определенный микроклимат, влага, температура. И происходят самые важные процессы в сыре. Это придание вкуса, запаха, аромата. Ускорить никак? Никак.
естественный. Конечный результат завтра в Звениговском мы увидим. Там уже разрезается все. И расфасовывается по фирменному пакету. Да. Пробу всегда снимаете каждой партии сыра? Да, каждый партию. Ага. Что должно быть на вкус ощутимо? Сливочность. Сливочность – это первый критерий, потому что это натуральный сыр. Правильный рисунок, блески вокруг рисунка. Угу. Постороннего запаха не должно быть никакого. А соленость? Соленость – это на вкус. Ну вот отличается от обычного покупного, конечно, отличается. Что ни год, то в Звениговском какое-нибудь новое выгодное приобретение. Мелкие и средние фермеры с завидной регулярностью бросают сельское хозяйство. Одни не выдерживают конкуренции с крупными производителями, другим просто не хватает знаний для грамотного управления хозяйством. Это предприятие, тут во всяком случае фермера начали что-то пытаться делать. Купили и коров, и земли купили. И в марте месяца этого года подходят ко мне и говорят: Иван Иванович, купи наше предприятие. Оно, кроме как 10 миллионов убытка ежегодно нам дает, мы больше ничего делать не можем. Но я говорю: хорошо, я приеду, посмотрю. Посмотрел ферму. Мне этих коров очень жалко стало. Они племенные, крупные, но одни кожи и кости. Кроме этого, мне очень понравился народ, который, видимо, истосковался по работе. И говорят: Иван Иванович, не убирай, ради бога, эту ферму. Мы все будем делать. Ну и действительно так. Конечно, не все и не всегда так реагируют. Бывают и недовольные. Делится впечатлениями водитель грузовика Дмитрий Сколков. Он работает на предприятии всего лишь первый сезон. Вот реально, о людях действительно заботятся. Просто те, которые жалуются, знаю, что есть, которые жалуются, они не видели хуже. Так бы они говорили: Господи, слава Богу, что мы здесь работаем, что у нас вот это вот все вот так вот. Поэтому все от сравнения. Я много лет работал, я много чего видел, много где был. Я видел нашу страну, скажем так, от Читы и до границ, до Польски. И я видел, что происходит и как люди живут. Поэтому очень даже неплохо. Буквально за 10 дней мы все стянули в одно место, быстренько подготовились к весенним полевым работам, отсеялись и после сева начали масштабную стройку. Евгений Чугунов вспоминает события трехлетней давности, когда народное предприятие «Алексеевский», фактически филиал Звениговского, только начинало работать. С его слов получается, что современный крестьянин не только животновод и пахарь, он еще и строитель по совместительству. Кто-то из вашего хозяйства мне сказал, что колхоз начинается со столовой. Почему? Потому что сытый человек, он работает, голодный человек о чем думает? О еде, где поесть, где бы что. А когда ты поел, у тебя сила появляется, тем более мужик. Без еды никуда, мы это прекрасно понимаем. За это построили столовую, контору наверху, получается, бухгалтерию. И сразу начали строить зерноскоды, сушильное хозяйство. И к первой уборке уже мы запустили сортировальный комплекс, сушильное хозяйство на 500 тонн, в сутки небольшую сушилку, и 2 зерноскода. И теперь каждый год появляются все новые и новые помещения, какие-то производственные мощности, склады, амбары. Да. За счет чего? Это только свои деньги, свои... Иван Иванович всегда говорил и говорит, что стройка – это значит есть завтрашний день. Если стройка остановится, значит будущего нет.
А еще будущего нет там, где игнорируют автоматизацию. Совсем недавно готовую продукцию, колбасы и различные деликатесы сортировали для отгрузки по торговым точкам вручную. А теперь заказ формируется при помощи специально разработанного для народного предприятия программного обеспечения. Зафиксировал ящик под определенный магазин. Так. Теперь ложит заданный товар, который на экране вот у него указан. Допустим, вот там у него буженина показана. Так. Теперь вот ложит московскую, да, колбасу, там 2 килограмма. То есть зафиксировал вес. Так. Вот. Все. Теперь следующий магазин, нет, да? Не магазин, а следующая заявка от этого же магазина. Да. Вот. Завис компьютер, Нет, да? не завис. Теперь компьютер ждет других фасовщиков. Раньше отгрузка у нас происходила, 2 смены, да, бывало, задерживались очень много. Была путаница, приходилось много людей приглашать, да, на работу. А в данный момент уже, раз не 5, 4 это точно. 4-5 раз ускорилась отгрузка. Новые технологии применяются не только в логистике. В свинарниках уже нет свинарок, а в коровниках – доярок. Все операторы разных по типу и назначению, но все же автоматических устройств. Обслуживает 2 скотника, ночью 1, днем 1. И 4 доярки. 2 днем, ночью тоже так же. А сколько раньше до автоматизации? Но раньше работали 4 скотника и по 3 доярки днем и 3 доярки ночью. Побольше было. Обижаются вот люди, которые без работы остались за счет Ну, автоматизации? Да нет, без работы никто не останется. Работы много. Наоборот, людей не хватает еще. Никакого секрета нет, у нас нет никакого ноу-хау. Просто, как мой отец говорил, что работа и труд все перетрут. И еще мне постоянно говорил, что работа – это радость, сынок. Ну, что мечтаем? Чтобы у людей работа была, чтобы деревня процветала, чтобы Иван Иванович еще жил, здравствовал. Все благодаря ему. Он выходит из нашей деревни, вот помогает. Дай Бог, чтобы у нас хозяйство процветало. Вот этого, да. И работа, чтобы была у людей. Человеческие отношения изменились? Само собой. Между людьми. Они стали какими? Добрее. Добрее. Потому что они зарабатывают. Они знают, что их дети будут одеты, обуты. Они знают, что будет завтрашний день. Сколько бы ни мучились, а все равно мы придем к социализму. Я в это верю. Это мечта ваша? Мечта. А о чем еще мечтаете? Особо у меня большой мечты нету таких. Мне радость составлять, что я живой, могу работать, могу народу пользу принести. И я народу нужен.